Итак, попались первые наши потенциальные люди, которые будут отвечать на наши вопросы. У нас такой вопрос. Ифтар. Как ты после дневного поста будешь делать разговение? Что будет входить в основной состав блюда? Вода и финики. Сначала произносишь молитву и откусываешь финик и запиваешь водой. А как же бишбармак, перемяч, пушмак или... Ну, после молитвы уже можно и бишбармак, и перемяч, но это вредно для организма, поэтому не советую. Ну, иногда можно. Что для вас такая тема, как вот любовь, что она означает? Любовь – это одна из вечных тем, так? Я думаю, вечное – это и священное. И мне кажется, любовь должна быть всепоглощающей, и она не терпит ничего негативного. Вот запомните, дорогие друзья, вот есть влюбленность, а есть любовь, и это разные вещи. Огромное спасибо. В итоге, что такое сухур? Прием пищи перед рассветом. Перед рассветом. Да. То есть это получается, когда это происходит? В священный месяц? Рамадан. Рамадан. Ну, в принципе, логично, понятно. А как вот по-татарски говорится слово сухур? Есть такое высказывание? Бальмейм. Я тоже не знаю. Я тоже сухур. А вы за черга, а вы за ябрага у нас обычно. Здравствуйте, Сямис. Меня зовут Марьям. Марьям, Да. вот мы задаем ряд вопросов, которые связаны с татарами, с татарской общиной, для мусульман в целом. И как считаете, важно ли иметь для татарки или татарина жену или мужа татарина или татарку? По моему мнению, лично я считаю, что это очень важно, когда ты хочешь создать семью, детей, выбирать именно партнера своей национальности. И сейчас в данном случае мы говорим про татарина, поскольку я татарка, девочка, я хочу себе мужа татара. Я считаю, что это очень важно, потому что, как ни крути, детям передаются традиции, это один язык, и это очень важно. Когда вы говорите в семье на одном языке, одни и те же жизненные принципы где-то, одно и то же воспитание, одни и те же взгляды на жизнь. Это очень важно. А вот такой контрвопрос. А что такое для вас тогда любовь? Ну, я считаю, что любовь – это такое светлое чувство, и любовь может проявляться абсолютно по-разному. Например, любовь как и к молодому человеку, к своему супругу, к своему мужу, к своей жене, любовь к своим детям. Это чувство, которое окрыляет, придает некую уверенность, допустим, любовь к своей родине, любовь к своему любимому домашнему животному. А вот может быть любовь с первого взгляда, как считаете? Ну, я считаю, что может быть. Может быть. А если это первый взгляд упадет на русского, что же сделать тогда? Какие интересные вопросы вы вот задаете, так вот. каверзные. А что сделать? Вот случилось. Вот первый взгляд, понравился, русский. Ну, я думаю, что... Как говорится, это- салам алейкум, следующего, пожалуйста. Да, или как? А вы знаете, есть и такие, действительно. Какие? Девушки? Вот, и молодые люди, между прочим, Молодые тоже. люди. Ну, ладно, упустим этот вопросик. Да. Нет, в итоге, на самом деле, что делать? Вот, понравился русский, что? Все, получается, да? Ну, мне Долой кажется, татарские что традиции, привет, русский муж. у меня на самом деле в жизни есть примеры таких пар, когда молодой человек, например, русский или девушка, они встречаются и так или иначе перенимают традиции друг друга. Естественно, такие пары существуют и прекрасные семьи. Ну, огромное спасибо, Марьям, за данное интервью. Я думаю, что Тоже большое спасибо. Аллах уж дай бог, ты найдешь своего настоящего татарина и желаю тебе, чтобы твой первый взгляд упал именно на него, а может уже лежит. Вот. Все, поехали дальше. Ты считаешь себя кем? Татарином или узбеком? Больше узбеком. Узбеком. Да. Давай возьмем вот так вот интерпретируем. Важно ли для тебя иметь жену узбечку? Если так, Да. то нет. Неважно. Нет, не важно. А почему? Потому что я могу полюбить татарку. Может. Да. А русская вообще? Русскую тоже можно. Тоже можно русскую? Я мне насчет больше религии, не насчет национальности. То есть, это больше так религиозный аспект вопросов. Понял. Все, спасибо огромное за Хорошо. ответы. Для тебя важно ли иметь жену татарку? Тут скорее больше важно, чтобы она была мусульманкой. Мусульманка. Да. А как же традиции? Их же надо передавать. И когда смешиваются две крови, допустим, узбеки, татары. Там есть градация. Идеально, чтобы она была татаркой и мусульманкой. Идеально. Идеально.
То есть ты бы хотел больше полюбить жену и иметь детей от жены татарки, именно, да? Татарки либо башкирки, Башкирки. Ага. А веришь ли ты в любовь? конечно. Веришь в любовь. А как ты понимаешь слово любовь? Что она в себе таит? Ну, любовь — это когда вот ты можешь жить с человеком спокойно, и у вас нету каких-то серьезных конфликтов. Привет, как тебя зовут? Тимур. Меня зовут Эльдар, приятно познакомиться. Вот для тебя лично важна ли национальность своей будущей жены? Скорее всего, не важно. Не важна? Не важно. А что же важно? Ну, важны ее другие качества, внутренние, внешние, А ты конечно же. хочешь сохранить традиции для своих детей? Традиции моей национальности я бы хотел сохранить. А что такое любовь? Любовь, ну, это человеческие чувства, проявляемые к другому человеку, А только ли к человеку? Бывают же разные виды любви. к предметам, к животным. Огромное спасибо, Тимур, приятно было пообщаться. Учитывая, что ты брал интервью уже в тот раз Да, брат. про любовь, скажи, что такое любовь? Воровать и нельзя вообще. То, что Воровать? до этого- Ну, то, что ты до этого слышал, то, что они высказывались. Вот по-своему скажи, что такое любовь, как ты воспринимаешь это? Это философское чувство, которое испытывают люди. Философское чувство, которое испытывают люди. Да. И на этом все. Да. То есть ты никак вот именно однозначно ответить на этот вопрос не можешь. Я не знаю ответа на этот вопрос. То есть, а как ты именно? То есть оценивают люди, а ты как оцениваешь? В этом и основа вопроса. Моя оценка такова, что для каждого, я думаю, что любовь своя. Ну понятно, Это- для каждого. А для тебя какая? Но Или это таинственное что? это что-то таинственное, да. Это нечто, что связывает людей друг с другом. Ага, людей друг с другом. Ну, в общем, мы поняли, что любовь это не просто обнимашки и поцелуйчики, это что-то секретное и, возможно, даже заколдованное. Ну, а с вами был, как всегда, Ильдар Тугушев. Всем огромное спасибо. Ставим лайки, подписываемся на канал и пишем, что же такое любовь.